Assalamu alaikum, masu dobre noći svem. По мере своей возможности, кто хочет, помогает, донатит, кто может, кто нет. Ну, просто-напросто сидит в эфире, помогает, лайкает, задает интересные вопросы, высказывает свое мнение. Поэтому я думаю, что это более правильно и более справедливо по отношению к остальным людям, поэтому я никого не останавливаю. Еще раз, Ибрахим салам ашаду. Запрещенных нету. Да, я понимаю, что в последнее время немножко знакомые лица заходят и без лица пытаются общаться. Надо от этого уже отходить, все-таки показывать лицо. Здесь нету ничего постыдного. Мы должны отличаться именно от нарнийцев и хачиэлистов тем, что мы не боимся говорить правду и показывать свое лицо. Я считаю, это вот мое мнение. Стесняться, там, одно дело, если у тебя там фингал или, я не знаю, или что-то конкретное есть, проблемы, ну, которые могут насмешку вызвать, это одно дело. А так, в принципе, я думаю, люди, которые готовы и говорят правду и за справедливость, всегда нужно быть открытым. Башлам правду, что Алхан-Калинское городище это есть, да, правда. Магаз, Маас по-разному называют, но, по крайней мере, иного места просто с такими археологическими данными, которыми еще в советское время доказывал сам один из известнейших археологов и историков, как Виноградов, который, не сказал бы я, что он прямо любил наш народ, но он придерживался этой теории о том, что Алхан-Калинское городище это как раз-таки и была столица Алании, Магаз и Маас. Ну, кто-то Маас называет, кто-то Магаз называет, кто-то Манас пытался называть. Но в любом случае тут речь идет как раз конкретно о столице Алании. И сегодня, по крайней мере, нету, есть два места, которые более или менее приблизительно говорится. Это считается, что это где-то Майсты, или же это является Алхан-Калинская. В любом случае и первая, и вторая территория, обе они находятся на территории Нахчичевани. Поэтому названия могут брать, там, построить новый город на новом месте тоже могут, а потом утверждать, что якобы там. Но исторически любой нормальный археолог, источник, исследователь может сразу разоблачить эту чушь, потому что в этой местности не найдется. Мы должны понимать о самом важном факторе. Мы говорим о каких-то гипотетических вещах, хоть и исторических, и гипотезы, но даже в этом случае логически на этом месте должны быть огромные какие-либо, во-первых, Алания, Магаз был столицей Алании. Государство было очень большое, фактически считается, что от Черного моря до Каспийского. И столица не могла включать в себе, там, не знаю, маленькую там местность, в которой с учетом того, что туда входило огромное количество людей, это место должно было занимать определенное, как говорится, пространство.
И нужно это понимать. Поэтому я думаю, что не все так просто, как бы хотелось. Я знаю, что есть некоторые люди, которые считают, что сегодня построить что-либо новое и назвать его более известным историческом плане столицы, они пытаются это, конечно, преподнести именно с такой стороны. Но есть правда, есть вымысел, и мы должны всегда логически доказывать это. Поэтому что решать вам. Магаз находилась на территории, что я вроде так и слышал. Да, но я и говорю, Маас, она правильно называлась вроде бы. Маас, на арабском Маас, Маас. Вот так вот как-то было. Керумадови. Это в истории Керле. Керл Ду у нас появилась. Так, сейчас подождите. Так. Как бы пополнилась наша библиотека нашего канала. Как называется эта книга? Книга называется «Академия наук». Новую книгу выпустила Академия наук Грузии. Институт истории и этнографии имени Джавахашвили. Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии. Джамирзаев Салман Мирзакаевич. Древняя история чеченцев Нохчи. Древняя история нахчийских племен. 3-1 тысячелетие до нашей эры. Так что у нас появилась вот такая интересная очень книга. Причем она очень такая, я бы сказал, она очень по материалам очень интересная, важная для нас. И моменты. Я хочу также зачитать вам авторов этих работ, чтобы не было сомнений нашей, конечно же, не было никаких сомнений о том, что над этой книгой работали авторитетные люди. И хочу зачитать рецензентов. Рецензенты — это те люди, которые поддерживают, то есть они дают добро или отрицают материалы исторические, которые есть в этой книге до того, как она выходит. Вы помните, кто был рецензентом сказки Абадиева Идриса о происхождении чеченского народа? Был Нурдин Кадзоев. Башлам, а подписчик, лайк, сейок, маслаба, делаешь, алейкум салам. Я постараюсь вести свою войну до тех пор, пока есть хоть один человек. Тот, кто не ставит лайки, тот, кто там не лайкает, не помогает, пускай отказывается, уходит в Эдамдат. Я хочу зачитать рецензентов. Рецензенты данной монографии. Доктор исторических наук, академик Меликашвили, доктор исторических наук, академик Георгадзе, доктор исторических наук, член корреспонденции Академии наук Грузии
Пицхалаури, доктор исторических наук Гасвиани, доктор филологических наук Чрелашвили, доктор исторических наук, член корреспонденции Российской академии наук Арутюнов, доктор исторических наук Тер Петросян, доктор исторических наук Чешко. Чтобы вы понимали, монография доктора историк, вообще научное издание Джамирзаева на основе комплексного использования научно-инновационного анализа достижения ряда наук, этнологии, лингвистики, археологии, антропологии и другого, исследуя проблемы исторического развития нахчийских племен 3-1 тысячелетие до нашей эры, являются генетическими предками современных чеченцев Нохчи, тушин-бацбийцев, ингушей, какалой. Вот такое вот. Доброй ночи, Фатима. И тебе тоже. И я хочу, чтобы вы немножко послушали, я понимаю, я долго зачитывать не буду, какие темы есть в этой книге и что мы можем ожидать нового скоро у нас на нашем блоге, материалы, которые будут публиковаться у нас. Первое. Так, начнем. Источник исследования проблем, касающих древней истории нахчийских племен. Второе. О научной состоятельности изучения древней истории нахчийских племен 3-1 тысячелетие до нашей эры. Проблемы этногенеза. Третье. К вопросу о протонахах и автохтонах. Периодизация геоэтнических картин распределения нахчийских племен 3 тысячелетие до нашей эры. Хронология. Современное состояние исследования вопроса. Распространение нахчийских родственных их племен. Этническая периодизация развития нахчийских племен. И перечисление. Хурита-Урарский период, Алароидский период, Гаргарейский период, Дзурдзукский период, период консолидации нахчийских и других иноязычных племен, кемерийцы, скифы, сарматы, аланы, культурно-лингвистические проблемы истории нахчийских племен, дешифровка древних текстов, этнонимов, топонимов и других, дешифровка этнонимов, топонимов, этимология этнонима Дзурдзуки, Кавказа или этимология топонимии Кавказа, Иберия, Колхида. Проблема этногенеза нахчийцев на основе лингвистических данных, некоторые вопросы истории письма и письменности нахчийских народов, материальная культура, археологическая культура, куро-аракская культура, майкопская культура, кайкено-харачоевская культура, кабанская культура. Все эти культуры находятся на территории Нохчичу. Я хочу, чтобы вы понимали, то есть это производственно-техническая культура, строительственная и архитектура, земледелие, скотоводство, металлургия, ремесленное производство, духовная культура, основные мировоззренческие аспекты чеченцев, проблемы культурного роста, историко-лингвистический анализ некоторых общественных атрибутов чеченцев, этнические нормы нахчийских племен. Некоторые аспекты эпоса, предания религии и мифологии нахчийских племен, предание происхождения жизни на земле, героический эпос нахчийцев, религиозные и иные воззрения древних нахчийцев, историко-этнографические проблемы нахчийских племен, древнейший быт, нравы, обряды, традиционные, сохраняющиеся у чеченцев, семейный быт, древние общественные отношения, общественный строй у нахчийцев, древние структуры родственных отношений нахчийского этноса, государство и правление, социальный строй, антропологические проблемы нахчийских племен, некоторые вопросы исторических и антропологических нахчийских племен, расовая принадлежность нахчийских народов в прошлом, настоящем, исследование области гематологии, серологии нахчийских племен, заключение. И вот такая вот книга очень интересная. Я надеюсь, я полностью ознакомлюсь с этой книгой, и она принесет очень много. Здесь очень авторитетные рецензенты, 8 докторов исторических, 7 докторов исторических и 1 доктор филологических наук. Здесь эту книгу рецензовали 2 академика, 2 члена корреспонденции Российской академии наук. То есть это очень серьезная монография. Думаю, что
у многих она, возможно, есть. Это книга 2009 года. Вот такая книга. Вот эта книга. Очень хорошая монография. То есть, я думаю, уверен, мы для себя очень много нового, интересного узнаем об этом из этой книги. И я вам обязательно буду наиболее актуальные, интересные вопросы по этой книге публиковать. И еще раз я хочу повториться, уважаемые мои друзья, редкие книги, касающиеся древней истории нашего народа, что бы это ни было, все, что мы можем, мы потихонечку собираем, покупаем карты, покупаем донаты, делаем все, чтобы мы могли использовать это во благо нашей истории. Я хочу еще раз акцентировать ваше внимание именно на чем. Дело в том, что древняя история нашего народа, она очень многогранна и очень, как говорится, недоработана в этом плане. Поэтому мы будем стараться, мы будем делать все. Я не знаю, грани доступна она нет, но факт остается фактом. Все, что нужно, важно, мы отсюда опубликуем на нашем канале. То есть это именно важно и нужно знать. Конечно же, если это точно так же мы и будем обсуждать, будем говорить об этой книге. Может, кому-то понравится, кому-то нет. Но здесь в основе своей очень, еще раз хочу подчеркнуть, очень сильная база рецензентов, которые дали добро полностью на выпуск этой книги. А сколько здесь, сейчас я вам скажу. Сам Джамирзаев Салман Мурзакаевич, доктор исторических наук, кавказовед, заведующий лабораторией истории, этнологии и археологии комплексного научно-исследовательского института Российской академии наук, родился в депортации в Киргизии, а потом переехал с родителями жить в историческую родину Нохчичу, Чечню. Окончил Кавказское отделение Тбилисского государственного университета. Основатель и руководитель Чечено-Ингушского научного общества «Кавказ» 1987-89. Член Советской ассоциации молодых историков. Участник 17-го международного конгресса исторических наук в Мадриде, Испания. Написал и опубликовано более 60 научных работ, в том числе 2 монографии по истории и культуре чеченцев. Данная монография посвящена восстановлению утерянной нахчийскими народами, в частности чеченцами, исторической памяти на основе поиска научной истины. Дело в том, что прошлое является зеркалом будущего. К великому сожалению, манкуртизация наций и народов продолжается. Вот такая вот человек, который напечатал страниц. Здесь 227 страниц в этой книге. Вот так вот. И как бы нравится мне настенная картина. Спасибо, Фатима. Башлам, у меня вопрос. Почему тюрки Кавказа утверждают, что Хазария их древнее государство, но не могут привести тюркского названия своей страны? Ну, тюрки не такое только скажут. Сколько высших образований у тебя? Это Шазхудинович 84. Это вопрос ко мне? Если это вопрос ко мне, у меня 2 высших образования, Академия государственной службы и Чеченский государственный университет. Оба я закончил с отличием. Валейкум ассалам, салам дельчарик. Так, маршва, братик, пожалуйста. Вот так, что за книга, братва? Вот, дала, халдац, нас моргдихан. Вот такие вот моменты я хотел, как говорится, вас ознакомить. Ну, честно сказать, я думаю, что мы теперь уже не можем говорить, что у нас, как говорится, нету оснований. В общем, проработав, посмотрев эти работы, мы потихонечку... Еще один брат, Тимур, если не ошибаюсь, пообещал мне дать книгу Гурама Гумбы.
Я сегодня не смог, к сожалению, задержался, был на выезде, задержался, поэтому, да, ага, и с этой книгой я вас тоже ознакомлю. Мы будем собирать, публиковать уникальные материалы, которые очень важны для нашего народа. Ва алейкум салам. Поэтому настенная картина Фатима. Ну вот, посмотри, она такая. Для тебя. Так, повернуть. Так, подожди, вот так. Их две. Вторая вон там, тоже природа. Вот так вот. Каждая книга, каждый материал, каждая карта, со всем этим мы, Эльчим Нистат, я вас буду знакомить. Надеюсь, что вы задри картину. Обязательно. Никаких проблем с этим нет. И что. Тюрки вообще считается, что появились в IV веке на Кавказе вместе с гуннами, что они потомки гуннов. Поэтому не за что, Фатим. Поэтому все, кто появился после гуннов, ко всем себя они могут, конечно, причислять. Но являлись ли 100%, что они входили в состав хазарского каганата, вполне возможно. Поскольку в хазарский каганат входили, ва алейкум салам, Грозным, в хазарский каганат входило и Аланское царство входило, потому что оно было побеждено хазарским каганатом. Тут ничего удивительного нету, и что тюрки были частью хазарского каганата. Это меня тоже почему-то не сильно удивляет. И любой маломальски грамотный человек должен знать, что это вполне себе, как говорится, вот. Машу, Аллахи, я не знаю. Человек, который со мной связывался, он мой очень хороший брат, он мне подарил один из исторических артефактов. Конечно, я показывать его не буду в эфире, поскольку есть вероятность того, что это нежелательно показывать. Вот. И я доверяю этому человеку. И задонатил кто-то. Огромное спасибо, братья, которые задонатили этот донат. Я очень рад, что вы не забывайте поддерживать наш канал. Мы, иншаллах, будем брать все новые и новые книги, радовать вас новыми материалами нашей общей истории. И, конечно же, Аллах, да, я знаю, что в последнее время это Грозный, Аллах дал сейдуа, братик, что с этим немножко проблемно у всех, но такова жизнь. Хазарий в Дагестане был Дербент. Не понял. Хазари в Дагестане был Дербент. Не понял я, конечно. Я так понял. Акинцы, Акки, Котор-Юртовские братья задонатили сегодня. Теперь я постараюсь как-то называть тейпы. Это будет более правильно. Сатуев 3 отправил запрос на прямой эфир. Я его принял. Он отклонил. Так что, Сатуев, если ты думаешь, что я не принял эфир, или не принимаю эфир, или хотел проверить, ты ошибся. А если по ошибке отправил, то что тут поделаешь? Поэтому, да, именно Аки, брат, задонатил. Акинский волк задонатил.
был то ночью. И, и вот мелодия появилась. Конечно. Ишь то еще нувшим. Давайте задавайте вопросы. У меня всегда бывает первая часть эфира, когда можно говорить и проводить прямой эфир. Альхамдулилlah, Дейн Руслан. Говорят или вообще ни о чем, или вопросы бывает очень мало. Потом уже, когда ближе к 2 часам, начинаются и прямые эфиры, и запросы, все бывает. Нельзя это сделать с самого начала. Мои подписчики, уважаемые, я не знаю, это у вас может быть какой-то такой фетиш, может быть, уже на последних минутах мне приходится отключать и, честно сказать, проводить 3-4 часа эфиры становится уже это более комплексный подход и интересные моменты. Надо вот привет, как дела? Привет, Маниха Курбанова, приветствую тебя тоже. Дела нормально, держимся, альхамдулилlah. Держимся, изучаем, работаем. Башлам, как ты относишься, что чеченцы усыновляют русских детей? Ну, это бывает очень редко. Нужно смотреть с точки зрения религии. Это не в моей компетенции. Я считаю, что и если усыновлять или помогать, обычно в таких случаях я могу рассказать, как делать, как говорится, мы как делали раньше наши предки. Если у одного из братьев не было детей, и он не мог иметь детей, то второй брат или третий брат, у того, у кого была большая семья, он с самого детства отдавал одного ребенка своему брату. И тем самым они как бы восстанавливали баланс. Отец уже сына не называл, и с самого детства, с кормления, его воспитывал родной брат. И это были адаты и традиции нашего народа. Сейчас, время от времени, уже бывают такие случаи редкие, не знаю, не могу сказать, что это именно русских или не русских, но иногда берут детей. Это очень сложный вопрос с точки зрения религии. Нужно смотреть это там, эко, не эко, вот эти вещи. Они немножко сложные. Лучше мне их не задавать. Боюсь, что вам мои ответы не понравятся. Башлам. Чем развлекался народ на Кавказе, Среднем, как, например, в Англии? Валейкум ассалам. Цирк уродов, конечно, немножко неправильно, но турниры были, мы говорили, игрища были, которые я вам называл, говорил. Об этом очень хорошо рассказывает Абузар Айдамиров в своих исторических, как говорится, чаяниях. Башла, можешь назвать название книги? Название книги «Древняя история чеченцев Нохчи» к древней истории нахчийских племен 3-1 тысячелетие до нашей эры. Джамирзаев Салман Мирзакаевич. Вот такая вот книга. И, само собой, мощнейшие, сильнейшие рецензенты из Академии наук Грузии. То есть они фактически из 7 или 8, сейчас я вам еще раз скажу, повторюсь, чтобы 3, 6, 8 докторов, из них 7 исторических наук, 1 филологических наук, 2 академика, 2 члена корреспонденции Российской Академии Наук и Академии Наук, 1 Академии Наук Грузии, другой Российской Академии Наук, то есть очень-очень сильные рецензенты. Сам же автор данной книги, сейчас, прошу минуточку, сам же автор книги является доктор исторических наук, кавказовед, заведующий лабораторией истории, этнологии, археологии, комплексной
Научно-исследовательский институт Российской Академии Наук. Вот такая вот. Угу. Так, нужно разогнаться, в жар дискуссии войти. Так, дай Аллах здоровья тебе, еще лучше. Спасибо большое, Маниха. Огромное тебе спасибо. Башлам. Ади сурхотай панмага жохалей. Чебер халей хасон. А тейповую тему я не хочу сейчас, как бы, может, я там некоторые говорят, что по-разному говорят, я не хочу эту тему развивать. Мне главное, что он был Нохчи. Первая столица Хазарии была в нынешнем Шилковском районе Чечни, уже после была перенесена дальше в степь. Но этого доказательства у меня нету, и подтверждать этого я не буду говорить. Хазары враждовали с дурзуками. Ну, вполне возможно, это горная часть, это плоскостная часть. Мы наконец-то услышали хорошие, добрые слова от брата Маршу. Он говорит, донатим, братва, поддержим канал. Огромное спасибо тебе, Баркалдерес, Хил, Маршу, за добрые слова, за то, что словами поддерживаешь канал, призываешь всех на Аллаху Ахван. Вот поэтому я и не называю тэпов, потому что как раз-таки возникает проблема между тэпами, и они вот такие вот разговоры ведут. Чего бы я не хотел, конечно, слышать. Для меня важен сам факт того, что это Нохчий народ, остальное не столько важно. Сердечки и лайки важны для того, что чем больше вы нажимаете сердечки и лайки, тем больше в топ выходит выводит наш эфир. Словами поддерживаешь канал Декера Маршала. Нет, Маршала, абсолютно никакой подколки. Я на самом деле всегда говорю, что словами, делами поддерживают канал. И это я даже, у меня в мыслях никогда не было, чтобы тебя каким-то образом задеть. Никогда. Цундера, рыжий мой брат, я никогда даже не думаю. По крайней мере, я специально подкалываю для шумоизоляции. Но у меня нету. Я то, что есть, говорю в лицо. Если подкол, если там. А так я тебя вообще не подкалывал, даже не думаю об этом. Айшла цахала присурха цахасу. Русский что? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам уже. Да. Что его называют? Ну, вот видите, целый эфир сейчас. Мака Жохале, Эзна, Халей. Тема, как говорится. Ну, из них, вот из этой темы 46-я страница. Сейчас, подождите. Я хочу немножко вам 46-я страница. Самое важное, здесь самое интересное, я хочу вам зачитать, надеюсь, о наиболее острых, важных моментах, обычно, которые идет спор. Я хочу вам зачитать. Это 3-й пункт. Дзурдзукский период. Дзурдзукский период. И это буквально коротко. Здесь немного. Вы не думайте, что я вам часами буду зачитывать. А дальше я вам зачитывать буду, чтобы вы знали о дзурдзуках, когда вам начинает кто-то садиться на уши, рассказывать там
сказки нарнийские, чтобы вы знали, что можно ответить, что это есть книги и что это доказательная база и научное подтверждение ему дали 7 докторов исторических наук и 1 доктор филологических наук. То есть это подтверждено ими. Вот. Считается установленным факт идентичности названия чеченцев термином дзурдзуки, дзурдзуки, походы скифов через Кавказ, Переднюю Азию в 7 веке до нашей эры. Связано с этим становлением этнической карты Северного Кавказа, главным моментом которого некоторые авторы считают появление здесь и выступление на историческую арену предков современных нахских народов, дзурдзуков, нахо-дагестанских народов, дзурдзуков и леков и так далее. С указанного времени предков чеченцев грузинские источники, запомните это, грузинские башлам, газгунки, дудер, газгунки, лакцы вообще. Не перебивайте. Если вам не интересно, я не буду читать это. Но это очень важный аспект, и где это написано, кем это подтверждается. С указанного времени предков чеченцев, грузинские источники называют дзурдзуками. В этой связи уместно вспомнить союз чарталинцев, дзурдзуков против вступившего на картлийский престол Мирвана III-2 века до нашей эры. Попытки картлийских царей подчинить себе силой горцев приводили к конфликтам. Начиная с 9 по 11 века источники чаще всего называют чеченцев дзурдзуками. Этот термин хорошо знает Леонтий Мравелли, начало 9 века. По его сообщению, в 11-3 веках до нашей эры Дурдзукия представляла четко очерчиваемую территориальную общность с этнонимом однородным населением. Николай Энмар пишет о том, что Иване поднялся на гору Хады, перешел гребень и переступил далее на гору Пхойцев. Так, подождите, где я потерялся? На гору Пхойцев и Дидоев. С одной стороны у него оказались дзурдзуки, с другой стороны Дидоя и Пхойцы, подчеркивая роль дзурдзуков на Кавказе на определенном историческом этапе. В источнике встречается упоминание о том, что над сыновьями Кавказа был владыкой Дурдзук, сын Терита. Дурдзук же, что был самым знаменитым среди сынов Кавказа. Дзурдзук был самым знаменитым среди сынов Кавказа. Ушел и расположился в горной теснине, который дал имя свое Дзурдзукете. Речь идет о доминирующей роли одного этноса среди остальных родственных племен на определенном историческом этапе. В данном случае особо следует подчеркнуть родственные отношения картвельских и нахчийских племен в историческом прошлом. Без учета этого фактора этнически карта древнего Кавказа будет неполноценной. Доказательства родства этнонимов Дзурдзуки, Дзандкой, а также топоним Дзурдзуки, Дзандка, Ария нам уже констатировано в специальной научной работе и в третьей главе данного исследования. Вместе с тем, наряду выше отмеченными этнонимами, касающимися нахчийских племен, в письменных источниках встречаются и ныне названия нахчийских племен. Цупани, Цоу, Софина, Туски, Туши, от чеченского слова центр, Двалы, Туалы. Резюмируя вышесказанное, считаем необходимо обратить особое внимание на эпохальную последовательность упоминаний нахчийских племен в письменных источниках с 3
по первое тысячелетие до нашей эры. Так что люди, которые пытались рассказать, показать о том, что якобы дзурдзуки не являлись чеченцами, что дзурдзуки в основном географически якобы находились в западной части, не подтвердилось. Дело в том, что когда говорится об области Дзурдзукете, говорит о соседстве с дидойцами. В первую очередь с дидойцами, пховцами. Это как раз-таки территория Шаройского и Итумкалинского района, которая не граничит ни с Ингушетией, в принципе, и как таковой не граничит с современной дидойцы, уже входит в состав Дагестана, а так не говорится о том, что они граничили с леками или же с аварцами. Таких моментов в этой книге нету. Так что здесь четко указывается географическое расположение и местность нахождения дзурдзуков. Снова же, каждый из этих источников является и этнонимов, и топонимов, и исторических материалов, является доказательством того, что историческое название дзурдзуки относится к нахчийским племенам. Это Шаройский, это Итумкалинский район. Понимаете? Поэтому я хочу, чтобы вы это четко зафиксировали. Где там находилась Дзурдзукетия, как раз таки понятно, что было. Это очень хорошая книга. Если ты хочешь посмотреть, Москва, 19800 или 198 20. Я этот эфир сохраню. Можешь зайти, взять, прочитать и узнать. Вот так вот, господа мои хорошие. В принципе, материал сжатый. Я его могу опубликовать. Будет время, я это и сделаю. Дело в том, что это все нужно делать вручную. На это нужно время. Есть ссылки. То есть там есть ссылки, переход на остальные материалы. Сама книга состоит из 227 страниц. То есть там и продолжение, и обсуждение этого дзурдзуки. Это период, именно дзурдзукский период. Там конкретно указано об этом. Что самым великим потомком Кавказа был Дзурдзук, написано. Вот, и там как раз таки, если я не ошибаюсь, здесь указано, сейчас я хочу вам еще раз, чтобы вы понимали. Так, это у нас 46. Так. Как же говорят конкретно еще раз повторю, вот это именно это, подчеркивая роль дзурдзуков на Кавказе в определенном историческом этапе. Огромная благодарность тем, кто задонатил. Пришел донат, Аллах да оставил. Подчеркивая роль дзурдзуков на Кавказе на определенном историческом этапе, в источниках встречается упоминание о том, что над сыновьями Кавказа был владыкой Дурдзук, сын Терита. Дзурдзук же это был самый знаменитый среди сынов Кавказа. То есть здесь конкретно написано и указано, среди сынов Кавказа ушел и расположился в горной теснине, который дал имя свое Дзурдзукете. Понимаете? И здесь как раз таки очень важно, что эта работа и Леонтия Мравелли, и Мара,
ни один из них не является чеченцем. Поэтому я думаю, что... И еще мне кажется, что особо важно, чтобы вы запомнили, что Иване поднялся на гору Хады, перешел гребень, переступил далее на гору Пхойцев и Дидой с одной стороны. Дидой, Пхойцы, подчеркиваю, видите, здесь конкретно география. Это мы знаем, что дидойцы граничат с и Тункалинским, Шаройским районом, это все неподалеку. То есть здесь географическое расположение именно четко указано. Книга, автор здесь Джамирзаев Салман. Очень хорошая книга. Очень хорошая. Лаконичная, хорошая. И больше всего, что мне нравится в ней, здесь все авторы очень сильные, одни из самых сильнейших. Вот что самое интересное. Вот. Это территория Шаройского и Тункалинского района Нохчичуя. Мансур Нохчиборз, ты вообще меня слушал? Что я зачитывал? Здесь конкретно говорится, четко указано, что это прослеживается и говорится о том, что он Нохчи. Чеченец. И роль его, кем сыном он был. И это взаимоотношения с Грузией. То есть это все источники грузинские. Все без исключения. То есть они именно с нами граничили в этой местности. Грузины. И с дидойцами граничили, и с чеченцами граничили. Наверное, в каждом эфире можно понемножку зачитывать, допустим, есть Хурита-Урарский период, есть Аларойский период, есть Гаргарейский период, Дзурдзукский период, я зачитал Дзурдзукский период, вот. Потом есть кемерийцы, скифы, сарматы и есть аланы. Аланы, 52-й. Сегодня мне задали вопрос про аланов. Кстати, нету про хазарский каганат. Про этого нет. Про это нет ничего. Так. Про сарматы есть аланы. Если вы хотите, чтобы я зачитал про аланов, я могу зачитать вам это. Если вам это интересно. В принципе, он тоже небольшой. Сжатый, но компактный, как Абубакаров. Ты кому вопрос задаешь, я не знаю. Алана это отдельно, Дзурзуки это отдельно. Есть про Аланы, ну давайте я вам завтра тогда зачитаю, чтобы не было, как говорится, все интересное разом. Поэтому, я не буду сразу все в один день. Про амазонок нету. Там нету про амазонок, но интересные моменты есть. Хасан Аббакаев в эфире говорилось про Хазар. Сперва и их прогнали дзурдзуки, а после пришли союзниками
Хузи дена царвайн. Дух ванзица деш почти кандерец. Так что каждая книга, ах ты ж, каждая книга, которую мы приобретаем, публикуем, многим, конечно же, не понравится. Ну, худеду. Мы не собираемся кому-то нравиться. Если хотят вырезки. Здесь есть конкретно. Подождите. Я прошу прощения. Здесь есть конкретно. Я хочу зачитать. Оказывается, здесь диалоги. Последний донат, который поступил, конкретно с названием «Донат от Белого». Белый, да, Сайл Хадонат, да, Духуахуал. Так что сегодня мы получили один донат от Эки и один донат от Гуноевца. Поэтому, по крайней мере, вот так как-то, если я не ошибаюсь. Вот. Да, из разных народов состояли. Про амазонок не ко мне. Тема амазонки, спартанцы, это эти вещи, сказки не для меня, не для моей аудитории, поэтому прошу меня. Но не все чеченцы поделятся, так что, да, не все, тоже верно. Амина чему-то научилась, молодец. Не зря, значит, смотрела. А мне нравится имя Дзурзук. Ну, здесь указывается, что Дзурзук это наименование от грузин. Они же сами говорят, что потомками, самым главным, одним из самых сильных потомков Кавказа был Дзурзук. Вот поэтому это очень даже интересно. Осетины это с Ирана пришли. Есть, которые пришли из Ирана. С Ирана я не могу сказать, но ираноязычные я могу сказать. С Ирана это уже конкретизация. Если говорить точно, я не могу сказать точно, они пришли или нет. Это будет неправильно, несправедливо и недостоверно. Как говорится. Ну, здесь описывается про аланов, скифов, кемерийцев, то есть алроидцев. Все написано. Мне что нравится? Сжатость материала и важность материала. Тогда нет смысла осетинам и ингушам спорить, кто алан или нет, раз уж это было общее кавказское. Конечно, общее. Территории какие не входили в аланская горная часть, особенно южная горная часть, которая называлась Дзурзукети, не входила в Аланское царство. И на многих картах это четко указано. Алейкум салам. И Джанчур, я тебе ответил это по вопросу. Уйма карт, и они в основе своей, эти карты указывают, что предгорье непосредственно было. И, к сожалению, первый час нашего эфира закончился. Мне сейчас придется перезагрузить. Да, это прямой эфир. Я сейчас перезагружу и заходите снова в эфир, кому интересно, и мы пообщаемся с вами дальше. Если, конечно, вы захотите. Если же нет, ну, на нет и суда нет. Так, я с вами не прощаюсь. Ай, Эль Странжхо задонатил через PayPal. Брат Эль Странжхо дал сей дуэль, дал духу ахуэл.
Сейчас я перезагружу и заходите обратно. Валикум салам. Ну что ж, мы продолжаем свой эфир. Это Валикум салам Захат. Это вторая часть уже нашего сегодняшнего эфира. В первой части мы поговорили об очень крутой и очень хорошей книге для нашего народа, по крайней мере. Это о книге «Древняя история чеченцев, нахчийцев», нахчи народа с древнейших времен до нашей эры. Вот материалы очень хорошие, чтобы как бы не повторяться. Так вот, с каждым днем мы находим все больше и больше материалов, достойные представителей грузинской интеллигенции с Грузии, то есть ученые мужи с Тбилиси, с Грузии, не собираются во благо какого-то мифического братства отказываться от своей древней истории, которая тесно была взаимосвязана с народом Нахчи. Это вы должны запомнить раз и навсегда. Именно Нахчи чеченской истории. Ассаламу алейкум, башлам борз Нахчи валанде, ва алейкум салам кинеман дересхил. Поэтому вы, когда аргументируете факты, когда вам рассказывают о том, что дзурдзуки якобы не являлись нашими, или что Дзурдзукетия находилась где-то там, даже, допустим, в том же Галанчурском, или же там в других районах, к сожалению, оно не подтверждается грузинскими исследователями, потому что они указывают четкую локализацию этого государства и Дзурдзукетии, который назывался Дзурдзукские ворота. Конечно, вполне возможно, если в горной части мы это и подтверждается учеными непосредственно и Чеченской республики, кавказоведами, о том, что он был одним из самых влиятельных и сильных
потомков Кавказа, вполне возможно, что дислокация от Дзурзукетия была на большой территории в горной части нашей родины. Ассаламу алейкум. Ва алейкум Башлам. ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Где что, мукшай? Да, что, алхамдулилlah, дела и там сани. Худу тига. Девали. Мен. Мог шош мою. Дикий, алхамдулилlah. Дела и там будет, дела и там. Подписчик Муса. Габян. Кажулин Цависа. Дас, главное, подписка. Насчет. Да. Жимч ад хароуса. Има Юсуф. Насчет Дзурзукети ялтема мерхатига. Астагта. Юквала гуярсен. Нет, тема не Один Дзурзукети, я Турку. просто ознакомливал с материалами от Дзурзукети. Тема истории нашего народа, разницы нету никакой. Один Турку ялта. Темер. Да, была тема. Вот. Один Турку ялта. Темер. Ну, тун участие там, тун шайл биографии, вайн нохчош, шайк хаи вайн, примерно, вайн нохчош. Или шкадала, мухадала, то она ритта 7 лет дуса, примерно, аса 5-6 класс, я хрестоматии шайл и литературы, я и истории, полностью кеген истории. От один турк валет, ажла. Как бы герой Укиван, один из первых героев, да. исторический персонаж. وجمت تعبوا كنت أحيي أديو يا فاميلي عجلة تيبل ويبوش تيبل سوم تيبن بينو شو بلنير إيش ديو إيش بارسم عادي سورخو تنتحي تيبل ويبوي الخط خاتش ورسو كراس أديو فاميلي ميوتي تيبل ويبوش و أيش هنس موخر دراني هالشي تعقان تصدق تيوصون تعقان توازي بيلر إسلام الجوكا فيرماتسون سو فاميلي الجوكا فيري تقفتور حاجات صح ويتسنى توت إيها تو حديث سريع عيل سام إمجا أوهير سنة دالوش تعتير تاسيش ياشقنا وي إستوريخ شيخ ويدا يوتشا он дальше пошел. Да, он написал, что это фольклорный материал, исторический персонаж ингушского народа, Алязина Барцу. إيش أنا بقدر دي ويلم ولا شيء ويا الشيء ده مقدسر تاتي عيل كان بيت على تقيت إيش كان ده تو إستوري هن примерно هجلا سون جرجلح وغنوختي شوها أو تاع إستوري هن سونا مترو 200 قطعة جينا شوات أرخيو أبوال بينو شو بيبولا واحد بو شوي أوجي ويتيت تاغوي أساين تخو هما примерно تون وات ودي أرخيو أبوال بين أس قاعدين سورخ وخلا وهم خاتشي تو دستويرنا هنت أت أفيري عديتنا قدوي أت أنت ديتنا إتقدامو وغرق إتقموه وغرق إشيتني مستقيا وغرق تو просто достоверно حديث ارتوس. Более того, примерно термин бибуа уходит персонаж герой. Из-за героя исторический, герой нашего народа, да? Герой исторический, да. Тюна он доказал это. Он ялчи тюн шинюа кешниш дуай хок. Юмч этха от кешнаша как минимум 150 лет. Тутигаха نعتير داخل دون
заброшенный кешниш душ, ой жимч ат душ, сингл хой гангдер гной отюка алмоган душ. Тига ат акем эминетас. Вот чёрч дуй, вот штегу ашкина, ой юрт эда валин, тюнг арба мата переводи альш. От тайми биболта шиwa ютига. Чёрч таязин. يو Помимо كنت أقولدن تليدو وين شيء وللشي يترمي بيبولتا يحين بولناخ داجي هو يورتا كربين ولا جي بيلتوي بو يورتا خز ريست خلاص تعي ناس خزيونس باش خيسون ديك خزون вот هنس помимо того هنس حاجلا وهي تيمين بيبولت تم تروي دي حارة سي حارة شي وبو إيه آدين سرخو شي وبو إيه تقوينش وي исторически تعانا وإردو غير عم يروي إيه Министерство культуры يروي исторически يروي تعا продвижение يأيوي غير عم تناخن أبروجيني سوقيحتون عبوشتك أساتشوك إسلامي ويستكولش مورشخينا сразу элер. Что касается Ади Сурху, Алдам Гези, ищи персонажа, в любом случае, или что касается фольклора, они записаны в фольклоре, не как исторические персонажи, а именно записываются в фольклоре как представители нашего народа, Чебер, Лойбош, которые находились в восточной части нашей родины. То есть они не находились, они не являются западными. Но когда... Сейчас я тебе пару моментов объясню, чтобы до тебя дошло. Когда мы говорили, что... Вот рассказал, я сразу сказал, что сейчас идет подготовка документации, насколько я знаю. Идет подготовка документации, и подаваться будут суды, судиться будут насчет нашего исторического наследия, будь то фольклоры, будь то там музыкальные какие-то. Тут не только речь идет о Ади Сурху, Алдам Гези, Хидабырша. Тут речь идет конкретно посягательство на чеченскую культуру нашего народа. То есть это нельзя так просто так оставить. Это ты должен, и ты, и любой наш представитель нашего народа должны понимать, что это историческое наследие нашего народа. Если у нас нету ни культуры, нету исторических персонажей, нету истории, то мы как народ не могли сформироваться. Как воины мы себя показали. Как фольклор, что фольклор, образование, оно тоже должно. И сейчас духовное наследие, которое у нас было очень сильное, я сегодня как раз сейчас последний пост напечатал об этом. В этом плане работа проводится, и насколько я знаю, на какой стадии я сказать не могу, но по поводу то, что будут судиться, то, что будет запрещено, если бы на сегодняшний день мы были бы Чечено-Ингушетией, масла, как в советское время, не было бы проблем то, что ингуши написали о Ади Сурху или Алдам Гези, как представители своего народа. Но сегодня всеми фибрами души они доказывают и говорят, что мы разные народы, и что мы все, если разные, тогда будьте любезны, оставь нохченик адит нохчиш, шейник шейн хаец. Мы не претендуем на ваших исторических, там, я не знаю, фольклорных каких-то, фольклорные какие-то стихи или материалы, мы не претендуем на это. Что я хочу сказать по второму поводу. Тут речь как раз-таки дагестанцы уже точно так же взяли, закинули фотографию, автопортрет Бейбулата Таймиева. Я видел, они рассказывали про каких-то, если я не ошибаюсь, то ли они указали, что он был аварцем, то ли они доказывали, что он был то ли лакцем, но его фотографию поставили, сказали, Бейбулат Таймиев, короче, считается национальный герой Уборсады. Не под именем Бейбулат Таймиев, а просто Асурт Хаиаца, Раха там, допустим, я не знаю, Ангер Бучу Ляши Бугу, или наши Сюли Асурт Дату. Хотя ты являешься официальным исторической личностью Нохчи народа.
что неприемлемо тоже. То есть вот такие моменты есть. Я, конечно, ему написал. Вполне возможно, что человек, который написал вот это, был безграмотным. Вполне возможно, что он не знал, не понимал о том, что это является представителем чеченцев. Такие моменты есть. Почему все это происходит? Это происходит не потому, что вполне возможно, что некоторые люди не знают об этом. Вполне возможно, кто-то делает специально это, дискредитирует. А за 20 лет, пока у нас шла война, пока у нас есть там какие-то были проблемы, нам ни до фольклора, ни до литературы, ни до песни не было. На самом деле, да, на самом деле завтра, послезавтра, вместо того, чтобы это быть там ночи или дали из Али Димаев, великие наши чеченские композиторы, такие как Али Димаев, многие их мелодии сегодня берутся, переделываются и говорят, что это национальная там ингушская песня или что-либо другое, понимаешь? Ты слышишь мелодию, ты знаешь, и сегодня тебе его представляет эти Ади Сурхо Махиллар из Алдам Гези Хиллар из. Но вместо того, чтобы признать, что это плагиат, вместо того, чтобы признать и Харцу Юй, мне под этим постом, под этим роликом написали: мне стыдно за вас, Алязинцу, потому что, Бахцо, вы безграмотны и не знаете, Бахцо, что был Ади Сурхо чеченский и был ингушский Ади Сурхо. Ну, как ты себе это представляешь? Примерно. Как может быть один и тот же персонаж? Просто признать Цедер Мадей. Тогда Акамелю колдала, да, сам ерду. Ок, далгеш дуэлцун ок. Тох лурч давелай. Хихар хуворт нохчи литератури язык. Шабан бош. Далгеш дуэлц. 36-й год и 7-й год и то 6-й, 7-й, 8-й классе полностью твой выучить ее только Майрек Ансулим бош. Произведение очень хайнер дексадосон вот. Çünkü саму Эрдоган наравне один сурхун или оли. إذا اللي تعدي شيء تون إشاعة بيوغرافي إشاعة أو عامة بريسكازي أو يوني خفتورير دواتي كلاس يعني إيش كيري يورش تعبارز إيه يورش تعطي ستاتش درت خون در تنسى دوسة شو واحد دوسة ولا كيخش درت وش تعبارز إيه يورش در вот и один сурхуя нохчин и тухина дуи чеберлу один сурхуя чеберлон кан вот я язин асундер дел дуи вопрос вот كنت حستخ سوبفتور بين حاجتقين هنا البلغة والش سوندر با اس اوتومانا يخ سامو اردون ابروفيرجينيه لوشا تحوتو интернет кеги чи та тыктыкар оксом эти ховото отуман апровери чеберлой оюртаха чеберлой бу ихш бат ой бу элстанш ой олтуно чой дукнах бу оюртада эти ашаш пич командуй вождуй хардуй и саму Эрдоган сомнений нохчу дуой ол وإيش صار بقدك دق دوشتك صار دوشتك بقدك نو هين ستالش دي ناسوم تالش دي يا أخي تدرك آخر سو يوش وقت سو سوق إسلامي تاش ويسكوت شنا سخنا تخور إيش بيرسوناج بحثو نو ممكن شيء عادي سرخو شيء عادي سرخو كل يوم ده كل يوم نتا شيء عادي سرخو نو شيء ألدم غازي ممكن شيء ألدم غازي شيء عادي سرخو إسعى ما ترتيع في الوش تردون ياونو ده شيء أبرق زيلم خلشوك تردو شيء بويس غربينو خلشوك تردو حديث رياحة потому что в начале когда еще в 19 году
еще в 19 году, я помню, были заявления, где говорили, что Зелимхан Карачаевский غلي وقوم ديل دو إقامة دمدو هكذا больше нахан тешил да нахмабу вначале Бог он национальный герой ингушского народа был но как он может быть национальный он Харачуай вообще цуавор басош восточной части Харачуай восточный был и сам должен дальше сразу националист враг но я еще раз говорю я не против, чтобы у нас были общие герои. Но при условии, что мы один народ. Если два разных народа, разные шибайракиюай, будьте любезны, ваши, наши, иш тылдеш. Шей фольклор ли, илкамяду, чепалк, швай, чепалк, шуду, чапельк, штраду. Вот просто вот как одно слово А на О поменять и говорить, что это наше национальное. Как так можно? Со понятия яца и мухурдуш, да. И сандо, так ерхум малилди, ерхарцую, харум малилди, и что ду альчайна. Тогда получается, понимаешь, тема просто-напросто клинится на том, что ты хвастаешься своими героями, ты хвастаешься своими этим. Но у меня возникает вопрос. Я помню, как раз в начале, когда начали оскорблять, говорить, типа Сюлиш, Инбу, они начали очень сильное давление на чеберлоевцев. То есть, Язуаш Пешбари, Аснарнич, Олсара, они начали наезды на чеберлоевцев, типа Чеберлуая, Сюлиш, Сани, Инбу. Чеберлуай, это угур ценбол нохчебу. Любой чем доказать, самый древний нохчи буял, доказать, это сунт это чеберло, сосо бельмо вот эйпан, и доказать, это любой. Когда это давление началось, амелю колдала цер угур древний муат буй чеберлой муат бук нохчи шнюка диалект. Угур древний чеберлуаню буй. Ас признать, то что бено у примерно ба, сун хез. Зачем лерган хез хом штукиш примерно. Ажла. Тагана ас садо горди, тамне ачи де вала ас горди садяш матаба саде де пяти это цулки история. Интернет чуаун аси тесавах ас интернет чуауи герш дяш хелуи. Шейх Мансур он бяшволчкина снабженец, он оружие делал, кинжалы делал, да, и все такое. Если догорда, он духовый рюцик. Это его. Муха хох жимчает, да, примерно шварт тайп не жду, а син сайт тайп. Чо ду элчи, это будет национализм. Ну да, вот там национализм уткнуться до цо. Дох саму Эрдоган хунер дяши, дохом дяши. Дитна дяши. Дита целинасу. Факт в том, что воин с данной темой очень мючало один сурху чеберло. Ялдук именно. Истина и та диссертация шакия чему кич кома укен пример водака была кич кома. То яшхена игич Дейл, да, я ну, ну, ты понимаешь, вообще во всем мире, если мы говорим, во всем мире, когда мы говорим о плагиатстве, нигде ни один человек, достойный человек, тем более защищая кандидатскую или диссертацию, я не знаю, даже написал он стихотворение, один стишок, который является плагиатом, то к этому человеку относятся в научном сообществе, относятся к нему, несерьезно и никогда не называют этого человека ученым. Я же поэтому в то время как раз таки и сказал, люди, которые, несмотря на то, что знают это, но все равно говорят о том, что
данное произведение или исторический герой был просто-напросто переписан и записан на свой лад, это уже не являются люди, которые более или менее считают себя учеными. Примерно, твой дедушка был кузнецом, одним из известных, масла бах у нас, смотри, был кузнецом. Вот, и он был кузнецом. И тебе, буквально, не тебе, тебе через, там, я не знаю, через 100 лет твоим потомкам приходит сообщение, или, я не знаю, приходит сообщение, или они видят где-то написано на журнале, что твой дедушка, оказывается, был не Бено из Новых Атагов, а он был из селения Бейни, и по происхождению он там был ингуш. Примерно бас. Или он был лакец. Каково это должно быть? Понимаешь? Вот о чем идет речь. Поэтому достойные люди никогда в жизни, если ты не знаешь, допустим, если ты не знаешь, кто автор данной истории, это одно дело, если ты не знаешь. Если ты пишешь я не против, конечно, человек, каждый ученый имеет право говорить о том, что там были герои там Нижегородской области, или были герои там среди корейцев, вьетнамцев. Ты можешь говорить, но их национальность не нужно менять. Вот о чем речь конкретно. В данной ситуации, если я и как раз таки говорил, когда мы начали разоблачать их, ответ, что мы услышали? Что якобы я безграмотный, потому что был такой же герой, фольклорный, исторический герой, который был среди их там, представителей их народа. Сундера, я считаю, вполне правильным и необходимым, чтобы каждый представитель нашего народа, я могу объяснить, обосновать. Допустим, когда кто-нибудь неграмотный, необразованный берет ингушскую башню, хоть на одной фотографии или открытке показывает, они поднимают хай и начинают паниковать и говорить: о, гунядин, ашкабайни шлячина, гунядин. Дуйду. Хорошо, я согласен с ними. Не стоит брать ингушские башни и выдавать их за чеченские. Не стоит. Но, если тебе не нравится, что берут твои башни, используют там в историческом плане твои башни, тогда хорошо. Будь любезен, не трогай исторические персонажи и фольклорные, культурные персонажи. Без разницы, что бы оно ни было. Будь это или какая-нибудь песня, да, что угодно касаемо нашей культуры. Поэтому это очень долгий вопрос. Ты знаешь, этот вопрос должен был быть закрытым еще лет 10 тому назад, потому что мы разошлись уже как два народа 28 лет разным адевой. За 28 лет можно же понять или знать, что это, допустим, исторические эти личности. Причем это не вымышленные личности, самое обидное. Самое обидное, что это не вымышленные личности. Это что не есть настоящие исторические персонажи. Ну, люди, не имеющие ни стыда, ни совести, конечно же, будут заниматься, тырить чужие труды. И это, конечно, не украшает. Нужно всего лишь ознакомиться с историей, ничего не выдумывать. Сомневаешься? Спросил Басламон. Спасибо, Таня. Ну, как раз таки мы об этом и говорим. Если бы все было намного проще, если бы нас люди бы знающие или образованные прислушивались. Мы же не просим ничего. Что-то новое или сверхъестественное. Как раз таки речь идет о том, что чем больше мы молчим, призываем каким-нибудь... Дела обошлам. Сун, лично сун, целерхинс, гылгы, комац, да, смуха, откипер. Выдасло целерхинс. Это очень сложный вопрос, Ваша. Ой, да, дай слушаешь. Они не хотят. Я говорю там, я бы не хотел такую ссору исполнить, да, это да. интересно вам было.
Элдад, ну гастродан, дуэйтен эқан. Олсна, цирдян. И почти вейдек дуэдан. Ну, вот так вот. Захули, мне 30, скоро 38 лет, примерно, Ага. сундука гене, галги гене, скиберс гене. Это я. خيل ونش جنا تاني وقع ديك نش دكو خلا تاني وقع دات قميل دات قلت هاد بس كذات عموير كلنش بات تاني وقع قلت نومن كنش مو تاني وقع عموير دات Ты думаешь, что не ты знаю. вот вчера мы как раз таки с Анзором говорили, и кто-то задонатил. Огромное спасибо, кто отправил донат, да, Саадор, благодарствую. Ты знаешь, Сауш, я вчера как раз говорили мы с Анзором, я не знаю, ты был ли вчера в эфире, мы говорили об этом, и он тоже самое утверждал, что это не все такие вот эллер социален. Вот у меня возникает вопрос, ага, Бахриц, это новый, вот у тебя новая информация, ты думаешь, что это новое, но اخو اشدوت وار вопрос, دوتو اخو اشدوت وار есть اتين какие-то, ساخين نربو ريت ووس امتم لت جست لت بشبوي شو قميال داتسو ونو دين الدوش نرمال دكون بورشنا بوي ديل دا بوت تانيوقع ديل دا بوت цехую просто эдрасу, хай, معي لون ستي а? معي لون ستي Им, сам аласу. Вот у меня вопрос к тебе. Ты знаешь наши традиции, вилла то есть откуда вот ты и я, мы с тобой берем и черпаем историю, даты, традиции. От кого мы это все берем? خدي دي وشور دوش دوتو второй год в январе 93-м веловик Не, я тебе хочу рассказать, чтобы ты понял. Ты говоришь, вот, пожалуйста, вот делаться минута, Эмаль. Ты говоришь, что мы с тобой получаем знания от тех людей более старшего поколения, которые нам передали эти знания. Правильно я понял тебя? правильно Вот, точно примерно так же, от точно сути так и же, все дует примерно точно так же свои знания, свою ненависть они получили от своих старших поколений. Это не новая информация. Я как раз таки уверен, что это было давно. Просто оно было неизвестно нам за счет чего? За счет того, что не было интернет-пространства, не было всего этого, понимаешь? Иду асфальт болштик. То есть получается, просто вай хацакача, вай иш, вай там отставших своих. Шабеш бас вашему бьюш беш. Но мы с тобой говорим, если вы начинаете говорить, что это новое поколение, что они только это начали, раньше такого не было. Стоп. Раньше такого не было, если бы. Они точно так же бы сказали, раньше этого не было. Но они рассказывают вещи, которые были при твоем дедушке и при моем дедушке. Ты должен прекрасно знать. Жим атар, йок атар, шииш, шиошсан, шиюстю. Ну, таюртлер мик шукы. Таюртлер. Таюртлер шукы, оргно, я. Сойокч атра халкейну. Санен хва йокч атра. Куюр табон غلغي. около 30. Вот. 30 штук ингушей тут живут. Что жить атраду? Это йок атрана есть конкретно историческое. Во время Кавказской войны Галаши, Атраши, Роши, Доудела, Вирвах Кархилла, Ю Атрая, Таши, Винчут, Галги Дабан, Атрая, Тихабана, Темшсани, Цер, Раскиш, Хона, Осталдя, Цер, Эзер, Юстер, Бежништалаш, Атрая, Хабахкина. Есть конкретно, это описывают, не Нохчи описывают, это конкретно описывают русские офицеры, которые были там. К чему я это говорю? Да дело в том, что если мы сегодня говорим об этих персонажах, исторических процессах, которые были, мы должны, если бы специально мы узнали это от историков. Точно так же
Они то, что сегодня очень в жизни хез дошло, хумш дуй, хез дошло, хумш. Там он хез кегер хашкер, хез хакуарча сакуарча квалдо диз. Ацан и кварт чудильник милу. Интернет ю, я теперь бакки нахбу. Автоматически интернет уходит, потому что он появился буквально не так давно. Имеется в виду так расширено социальные сети. Значит, с самого детства, самого иш волш кэткэтча, еш иш бу, еш виш бу бош, китниш. Адис урхо, галги бу бош, китниш, масла бахасан. هيتي تيب يعني سون خزهم ده That's потому что вы, он захайзахаем. Потому что вы иш вы вежли бу, иш вы лулхо бу, вы цаду бош ду вы. Вы бьют вам халат хашара. Нам не было дела ни до ингушей, ни до дагестанцев. Ой, я синти халяр, шанти и айнош дарой. Хордина, давикш, волш, люерш, херцевяш. Ой, нам не было дела, мы просто-напросто физически не успевали отвлекаться на каких-то моментах, касаемо истории или фольклора. Да, я не говорю, что все. Может быть, были какие-то люди, но не все. Потому что люди выживали. У них одна цель была. Не там книжки искать, не плагиат выискивать, а они занимались выживанием. Пока другие сочиняли себе сказки, истории, как они были великими воинами, как они 1000 лет гоняли буйволов, мы проливали реальную кровь. Неважно, это не по нашей с тобой вине было. Неважно, что там конкретно определенные были моменты новейшей истории нашего народа. Но мы не к этому сейчас говорим. Сегодня, когда мы потихоньку начали реабилитироваться, восстанавливаться, мы начали слушать, мы начали смотреть, как это наш чеберлоевец оказался, Ади Сурхо поехал, убил кабардинского князя, защитил своих братьев. Возникает вопрос, зачем Ади Сурхо, являясь чеберлоевцем, пошел воевать, оставив свой дом, свой край, свой муах, ушел с Чеберлоя, который всегда нападался. يعني أخي يا مغنوي Он ушел на Западный фронт. Сегодня так называемые некоторые люди, которые говорят, отдельно камду, отдельно камлат защищать, да худаван, хилатиге ади сурхо. Я хочу понять это. Хундяшдарцу. Лучше щенок чебир борицу, а все просто. Ади Сурхо прекрасно знал, что Уарсхва это такие же ногчи. Это Чеберлай, ногчи, Шотлай, ногчи, Шарлай, ногчи. Вот в чем логика. Вот и все. Сегодня определенные силы как разделились, границы поставили, начали выдумывать себе. Не были хундбаханас, потому что там лештина аселек санусю садевичи зуд. Садевич вещи зучун шичуай буса суял бакки бош. Цен ногчи бош. Тайпан экс батвай бош. Цернан галга ютсо никогда в жизни сейчас отдельно дутка элдат. Никогда в жизни. И я это узнал уже через 30 лет. Сейчас я узнал об этом. Это почему? Потому что мы всегда считали, это наш народ, это наша кровь, это одно единое целое. Поэтому мы это говорим, и ты говоришь это, и я говорю это. Но проблема, что вот мы с тобой час будем об этом говорить. Ты знаешь, из часа разговора о нашем братстве и обо всем остальном, они не возьмут ничего, кроме момента, где там вырежут определенное видео, масла бахасом, определенное видео и скажут, очередной раз ногчелик шбухунядин, ади сурхо, шейву бар, цархар дабар, вальзубар. Я тебе не дорассказал, ты убери битвир. Так вот, они обвинили Чеберла, говорили, что они там были якобы на стороне или были представителями Сюльсани и туда-сюда. Я помню это, потому что я воевал с ним. Сашича
сородной шич Чеберлову. Ну, пока Имаила нету, я думаю, у него телефон, может быть, сел. Пока я это доказывал, когда я опроверг всю вот эту чушь и лабуду, просто элементарно тем, что никогда в жизни Чеберлуай, Сюля не имели, кроме как вечных военных конфликтов, ничего общего не имели. Если они имели, это Чебаныш Леларбу, Чеберлуаши üstlich даже Чебаныш будешь Чеберлуаш договор заключать, Чеберлуа латништя, üstlich даже на цель. Больше ничего общего, в принципе, как такового не имели. А плюс с учетом того, что мы знаем, что было при имаме Шамиле, чеберлоевцы были одними из самых ярых противников Шамиля. Хотя потом в дальнейшем и были на его стороне тоже. И мы знаем, что один из чеберлоевских тейпов был почти что вырезан. Из-за случайного обстоятельства остались. Так я вот что хочу сказать. Когда я доказал, и мы все знаем, что это доказали о том, что чеберлоевцы являются носителями одного из email. Заряд там стояла. Поскольку мы доказали, что чеберлоевцы являются носителями одного из самых древних диалектов, как и кистинский, и шаройский, речь пошла совсем о другом. Мы доказали и показали, что чеберлоевцы на самом деле пришли с запада на восток. Эти земли были освоены, когда там никого не было. То есть они пришли точно так же с Галанчожа, и их ДНК это показал. Так пошла тема совсем другая. Пошли разговоры о том, что оказывается, чеберлоевцы тоже галга, потому что они с Галанчожского района, а Галанчожский район это был галга Муак. Уже чеберлуаша галга. Так что вот эти разговоры, к сожалению, они были, они будут. Но и бахан худу сумрхач и хубанду хан. Меня спросить, чеберлуай, гунуай, варандуай, каждый тейп ночи, который оскорбляет, кто бы ни был, с востока или запада, теозу без хохую, хоборша яс, хотия яс, с тейп оскорблять дохую, тхогунуайду, почти что 100 тысяч гунов, хоборш вала, ахогалгаской, дуки ала, доказать দিয়ে, он такой кастурдун киешки парда алдиз. Чеберлош изда алдиз, эрснош изда алдиз. И до тех пор, Чеберлой, я знаю, кто такие Чеберлой. Аббас, сегодня, надеюсь, ты это не мне говоришь. До тех пор, пока каждый тейп, как у них, не будет призывать их к ответу, они будут говорить такие вещи. Почему? Ой, да, адикта, ой, вежливый, да, ой, хаждар, ой, мождар. Да ладно. По логике они правы. Если они говорят, что Чеберлуа это голгай, Ади Сурху автоматически кто? Давай, бюзды, давай. Да. Понимаешь? Автоматически получается, что Ади Сурху он голгай. Вот и все. Поэтому ДНЛС, чеберлоевцы считаются варом или димту, или современным названием, если ты называешь тухумом, что они не являются союзом тейпов, давай не будем об этом говорить, мы прекрасно знаем, что они являются таковым. Чеберлоевцы, сандук тейп, ну под 40 двумя часов. Я сейчас немножко могу ошибиться. Да, и пока мы разговаривали, я хочу огромную благодарность за донат, который задонатила Таня. Танюш, спасибо большое. Хахахтов. Бакаев. Хасан. Нухойду и нугибу.
توجي يلا تعطيك دو ديالير تو جندر гнош ну ата гэр ду я До, ну хой до. От имени Нух. ну вот я хой юрта буюш примерно цают экулух цент نوخ نوخي دوي Да. هر دوي وش دوي تنغلح ويردر Ас иш Нух и Бубош, я ще конченый дебил шейдер. Потому что они сдали ДНК-тест, они являются чистокровными Нохчи, с носителями J2. Они не имеют никакого отношения ни к монголам, ни к нагайцам. Петя, чтобы ты понимал, нагайч, цатер среднего роста, будь и барикс бош, карул ажа бош. إيش كل إيش نسلت وحلوت برينا اللي Цера, بوزن сколько бы حلو, وين يقع, in ссылковского района Асбуиш, сколько бы ни прошло времени, وين يقع Асбу Элла, цер разрез глаз сахисела, цер шейх оман цет сахисна. Нуахи и Нуахи, Нуах цемай, мы можем ли, хинц або, примерно, очень мудусик муду хан, Нух пайхмар, алейхиссалам, нагайц хлебок, бокдуй альч, мухирдар. Вот как ты себе это представляешь? из духи хинц примерно гендер гной гэр дуи Так очень вопрос. Асол, а мы чердела хонер. Ну, Нухи, цатер мадуйши. Наверное, он был тогда нагайцем. Аудалу мадей. Ой, дук метик ду. Турко тайп ду. Цен нохчи тайп ду. Иш наш кархабер буш. Нашквай букуш. Турквай вообще не имеет никакого отношения к туркам. У нас цен нохчи махуш очень ха. Ой, Турция ха хункер махул. Цер иш Турция хабяхки балар иш хункруай хил бишбар. Я хункер хуай хил бишбариш. Но ни того, ни другого нету. Турквай Туркел ошел метр хабил цен нохчи буш. Шейденка дая. Масла хаюет своя эрсной. Цен носители J2 больше, цен нохчи бу. Царахлаца эрси бог. Хуниадина нохчи мата, войнех мата, эрси бог, гаски бог, гаски шахаделду и тейпа. Просто из-за того, что звучит одинаково. Эрцной, эрц ол шазак сон хен свой. Не, они говорят не эрцной, они говорят эрси бога. Эрси, короче, это типа межгибу, гаскибу, значит, царь хабил булдер, царь хаяца царь. Дурак кылыр мадуй. Это просто-напросто не нуйхой бат свой бюч беш. Бат свой нуйхой бат свой бюч беш. Вежри, ой бюч беше конкретно со цига асбол дибе ойла асбол чан жимчатка асбол чан чури ойла асбол чан цан хаун о мюльш бюч. Ой нуйхой бат чун бюч беш. Кстати, Пахрудин Ша и ДНК проект вести яшвик сумая тратей по нуйхо умеет шусо. Сат той гат той хак той пан той. Иш вообще. Хаста яшо чу ДНА чечен ДНА. Вот чу. Вот интерес ке. Иш нухой. Буй, ой, бюч, примерно. Гендер гной гэр дуи чисто войнахский большой ветки. Да. Это просто духа большая, бич бол, пич буй, пич. Шейн цеху, просто по созвучию, просто шейн терхиечвег. Они просто взяли и давали название. И все, ни больше, ни меньше. И что? Вац Пахрудин Кело, вац. DNLC. Я не знаю, откуда ты услышал это, но я разговаривал с ним, и насколько я знаю, Нуйхову Пахрудин. Поэтому ты ошибся. Пахрудин. Вая. Инс куайдал домани халчи. Та ладуюк вай отумш ладуюк.
هر ويخزخ ويتسخ آدن سرقو عيل عيل мы потеряли. Нашествие Чürkшеш, хош Мичеревля, Йола. Амин, дересхил. Ну вот я же говорю, заходишь в 11 часов, сидит 23 человек. Интересного ни истории, ничего не говорят. Заходит 2-3 часа ночи, а чую, а сейчас 70, 80, 100 человек. Чувак. Я вообще не могу понять логику. Я, честно сказать, не могу понять логику. Не знаю, это какие-то ночные совы все. Но в Чебуарс ДРС хил, то, что поддерживаешь словами. Да, я тоже так думаю, что они спят просто-напросто. Патриоты не спят, любители истории, донати, братья. Да, у вас сегодня 3 человека задонатили. Работаю и слушаю днем вариант. Днем я и не бываю в эфирах, потому что днем, когда я захожу, все бывают заняты. Не знаю. Эй, кто-то задонатил, дал саду. Это актив. Было бы, да, активнее, если общаться. Ну, не знаю, я, конечно, немножко пытаюсь как-то внести понимание. Башлами, галгай, шлять, сумнаш, да, им нахуяч получает. Дверки был, я после полуночи у людей, походу, башламане. Главное, чтобы дифобия была. Откуда она пошла? Что-то в последнее время меня про картину все спрашивают. Так, пардоньте, давайте я вам покажу эту картину. Так, эта картина, вот эта картина, она у меня уже, без малого 16 лет. Это природа, это горы, такая вот, вы знаете, я очень люблю горы и природу, поэтому это первое. Это больше Кавказ, а вот это уже, это, наверное, Рязань или Тверь, я не знаю. Но это уже больше такая, или Кубань, может быть, при Кубани. Это вот природа, такой вот пейзаж. Всем почему-то сегодня про картины захотелось поговорить. Может, мне реально провести одну из передач про картины, которые вот и по моей религии не запрещено, и красиво, и я себя и зимой, и летом, и осенью всегда чувствую, что у меня
всегда лето. В моей квартире всегда лето. Ну, как бы лето. Потому что, ну вот смотрите, у меня все зеленое. Кресла, книги. Вот, это моя шкурка большая. Ну, это мои подушки, тоже зеленые, кстати. Кружка. Прошу не обращать внимания, холостяцкая квартира. Моя кружка для кофе. Короче, ну, стол, окна, шторы тоже зеленые. Окно я открытое держу. Книги, много книг. Музыка, телевизор, фильм с Сильвестр Сталлоне. Ну, вот как-то так. Как-то так живем. Короче, ни от кого ничего не скрываем. Мы народ простой, открытый. Поэтому прошу, вот картина вот так вот, если, да. Это вот как-то так. Так. Я отправил тебе карту, ты говоришь, сегодня. Сейчас я посмотрю. Подожди, сейчас мне надо посмотреть. Сейчас мы посмотрим. Карту. Так, это 0013. Так, ты имеешь в виду публикацию, на котором Чечня. Анонимно задонатил брат из тейпа Эрсно. Арсеноевец. Так, сегодня отличились 3 тейпа и один мой очень близкий человечек, мой друг. Поэтому, да, я вижу эту карту. Отличная. Но это современная карта. Кстати, хоть и указано время Наполеона Бонапарта, но территория Чечни есть. И кабардинцы есть, и черкесы есть. Самое интересное, что на Кавказе отмечено только 3 региона во время наполеоновских войн. Это Чечня, Кабарда и Черкесия. Да, я вижу эту карту 1812 года. Эта карта достоверная. Как ни странно, эта карта достоверная, хоть и современная. Почему? Могу объяснить. 1801 года на картах четко указано и показаны территория в границах той, которая у нас есть. Так. Короче, пошла тема про тейпы. Наверное, уже нужно вас потихонечку оставить в покое, поскольку вам не интересно о том, что мы говорим. В каком веке был Адин Сурхо, или про него четко видно, что он мусульманин? Разве в те времена наши соседи Галга были в исламе? Вот с этим простым доводом сразу понятно, кто врет. Говорит вариант и карт. Нет, я его, конечно же, не скачал. И еще, кажется, Макажоевец задонатил. Сегодня макажоевцы тоже задонатили. Макажоевец, Аллах да сайо, донат да духях юэльхо. Макажо саиш. Так, карта это Чечен ДНК про Хинду. Что скажешь, того отмечали. Да, кстати, я знаю, что мне Маус Смайл, сейчас я постараюсь, подождите. Маус Смайл, точнее, он Хоймак, ты мне вчера задал вопрос. Я как раз таки, когда сказал, что если Россия захочет, то Чечня и Россия будут одним субъектом, ты мне задал вопрос, на который я якобы не отвечал. Валикум салам.
на который ты меня спросил. Если Россия скажет, готов, чеченцы станут ли, станут ли чеченцы ингушами, Ингушетией? Я тебе отвечаю. Во-первых, Россия этого никогда не скажет. Во-вторых, нет, не станут. Вот. Это раз. Во-вторых, сейчас 2 минуты осталось. Я перезагружу. Я постараюсь продлить, но чуть-чуть мешки под глазами. Да, вполне возможно. Я сейчас перезагружу, и если вас устраивает, вы можете зайти, или же мы можем закончить эфир на сегодня и завтра продолжить, если хотите. Давайте сделаем так. На сегодня мы закончим. Завтра мы продолжим эфир. Реально уже 2:30. Я завтра зайду в 10 часов, и мы продолжим эфир. Сейчас поздно, уже реально 2:30. Я бы не хотел вас не хотел бы сейчас вас сильно отвлекать. Всем огромное спасибо. Всем, кто занатил. Аллах дал саёшу донатта. Мы завтра в 10 часов будет эфир. Все дружной толпой приходите. Огромное всем большое спасибо. Завтра мы будем бодрячком, поэтому завтра жду вас в эфире. Приходите все, будет интересно. Будем говорить о важном, нужном. К сожалению, сегодня у меня уже... да, и еще один донат.